Всем привет! Меня вот второй день волнует такая тема. Не знаю, волнует, не знаю. Ну, бесит это, круто сказано. Моя дочь, ей 30 лет, она работает в фирме, связанной с энергией. И были на приеме, работает много с людьми. Много русскоговорящих, и были на приеме, была семья из Казахстана. Приходит моя дочь, глаза такие квадратные. Мама, ты знаешь, что происходит в Казахстане? Я ее спрашиваю, а что там может происходить в Казахстане? Есть друзья в социальных сетях, вроде там все нормально, но ковид, он везде ковид. Нет, там террор, терроризм. Какой терроризм? Вот были люди, семья русскоговорящая, они беженцы из Казахстана. Беженцы из Казахстана. А в чем дело? Почему беженцы? А их заставляют говорить по-казахски. Если не будешь говорить, то это настоящий там терроризм. Ну, я и дальше не стала ее страшилки слушать. Я ей просто объяснила. Вот посмотри, 27 лет тому назад, скоро 28, мы приехали в Германию. И приехали мы практически без языка. И первым делом, что мы здесь начали делать, мы начали учить язык. Потому что страна называется Deutschland, и язык называется Deutsch. Потому что мне нравится страна, и я ее сразу акцептировала. С ее языком, с ее законами, с ее обычаями. И мы говорим все по-немецки. Так почему люди, которые живут в Казахстане, отказываются учить казахский язык? Почему для них это террор? Страна называется Казахстан. Язык казахский. Живете вы в Казахстане, нет у вас возможности уехать. Будьте добры, учите язык. Ну потому что страна называется Казахстан. И государственный язык должен быть казахским. Когда мы приехали, все документы по всем амтам, по всем конторам я ходила, везде все по-немецки. Ни одной бумажки мы по-русски не получили. И было ясно, хочешь здесь жить, хочешь хорошо интегрироваться в этой стране, учи язык. Почему этого не делают в Казахстане? Почему это игнорируют? Почему учить казахский язык в стране Казахстан, говорить по-казахски в стране Казахстан, называется уже террор? Не знаю, какое у вас мнение. Мое мнение, понятие вот такое. По-другому быть